Дорогие мои, всех приветствую! С вами сегодня Старта Сантье. И мы будем делать расклад, какой он вас видит, вы его глазами. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте. Пока выбираете, я расскажу, что все новиночки, как обычно, в описании к этому видео. Обратите внимание на прогнозы по знакам зодиака. Нравятся вам, не нравятся такие прогнозы, делать их, не делать на март. Также ссылочка на мой второй канал недавно открыла, там буду потихонечку, не спеша выкладывать тоже видео, связанные с картами, но там больше магия карт. И, пожалуйста, надеюсь, что вы уже выбрали свой вариант. Мы переходим к первому. Итак, дорогие мои единички, смотрим вас. И вы его глазами, какой он видит вас. Что хочу сказать сразу, бедный мужчина. Итак, давайте посмотрим, да, как ваш ментальный уровень по его мнению. Карта медведь, карта башни и карта звезд. Но, во-первых, он видит вас очень сильную личность, очень волевую личность, личность, которая всегда будет настаивать на своем. Личность, которая может за собой вести вообще толпу народа. Личность очень умная. Очень такая логически мыслящая, с одной стороны, и в то же время такой ум, он достаточно масштабный и может анализировать и принимать такие вот где-то даже абсурдные вещи. На первый взгляд непонятные, неизвестные, и в принципе это и не каждому такое дано. Ваш ум для него это такой вот очень острый и очень начитанный, очень грамотный, очень такой вот уверенный. Вы умеете себя преподать мужчине, вы знаете свои сильные и слабые стороны и, в принципе, всегда демонстрируете, конечно же, только сильные стороны. Причем вот эта ваша грамотность, да, вот эта ваша начитанность, ваше образование, они, смотрите, могут даже и отталкивать, потому что смотрите, какие у нас сильные карты. И карта медведь, и карта башня, и карта еще и звезды. То есть вы можете как и логически мыслить, так и совсем абсолютно неожиданно для мужчин размышлять, анализировать те или иные вещи, даже вот как-то транслировать ему какие-то вещи, которые он от вас совсем не ожидал. Вот вроде как и было все понятно и четко и ясно, да, с одной стороны. А тут иногда вы можете такое сказать, такую какую-то гипотезу ему рассказать или высказать свое мнение, что он будет обескуражен и подумает, как вот вашей вроде как такой вот достаточно научной и образованной, да, с научной точки зрения голове, да, могут возникать такие мысли. Это даже вот иногда достаточно неожиданные для него. Вы для него как иногда даже выступаете таким вот локомотивом, который его ведет, который его заставляет двигаться, развиваться, расширяться. Как-то, знаете, даже его вы тянете не специально, не нарочно, но тянете вот к некому такому масштабу, да, чтобы человек тоже был личностью такой умной, масштабной, чтобы он был таким вот, ну, грубо говоря, да, не узколобым мужчиной, да, человеком, а вот таким именно масштабным. Знаете, как говорят, есть женщина, есть мужчина, а есть человек. Вот это само слово, оно про вас. Ваша чувственность, карта гора, карта маска и карта любовник. Это не карта бланка мужчины, это карта бланка некого другого человека. Вот ваша чувственность. Во-первых, он ее не понимает. Такое ощущение, что он еще не достучался в вас и не раскрыл. Вы для него такая некая загадка, вы прячетесь, вы закрываетесь, он всячески пытается, да, преодолеть эту преграду, этот барьер, убрать, но пока у него не получается. И также у него такое ощущение, да, что
С одной стороны, вот карта бланка любовника выпала. С одной стороны, он может подозревать и думать, что есть некий другой мужчина-соперник, да, которого вы скрываете, которому вы себя отдаете, с одной стороны. А с другой стороны, он, смотрите, да, просто здесь и ментально ваш уровень, да, выпала карта медведь, и чувственный уровень еще выпала тоже, ну, мужская карта медведь, да, и здесь в чувственных картах, да, все, что касается чувств, эмоций, тоже выпала карта бланка мужская. То есть он понимает, что вы вот это такая личность довольно-таки сильная и закаленная. И причем у вас сила воли, сила характера даже уже вот как у мужчины. Такая закаленная, как такая вот прочная сталь, которую еще не каждый может прибить, не каждый может достучаться и раскрыть, даже понять. Также, смотрите, знаете, что я бы сказала, что он видит за маской, за горой, да, за теми вещами, за которыми вы скрываетесь, ему не показываете, довольно-таки большую перспективу. В том смысле, что вы прячете свою чувственность от него, и он это на интуитивном уровне даже понимает. Он этого не видит, он до конца не понимает, что вы прячете, да, и ваш потенциал, все, что касается, да, эмоций, чувственности, да, но потенциал он видит даже вот чисто на интуитивном уровне. Он понимает, что там ого-го, что есть, но все это вы скрываете. Все это вы ему не показываете, где-то даже лукавите. И пытаетесь строить из себя такую сильную личность, волевую личность, которую не пробить, не пройти, не обойти. Но потенциал в вас он видит. И причем такое ощущение, что есть и желание все это преодолеть, все это обойти и все-таки раскрыть то, что вы прячете. Ваши физические данные, как он их оценивает? Ну, вот здесь, конечно, сексуальность в первую очередь. У нас выпала карта аисты, карта сердце и карта всадник. Вы, по его мнению, довольно-таки активная личность, спортивная личность, личность, которая, знаете, вот любит активную жизнь, активный образ жизни, которая не сидит на месте, которая очень следит за своей внешностью, за своей красотой. Для некоторых, не для всех, пожалуйста, обратите внимание, а то потом некоторые могут писать комментарии, что по поводу внешности. Но вот не в этих раскладах, а в других были такие замечания. Для некоторых может проиграться так, что вот вы дама белокожая, светловолосая, такая русоволосая, да, стройная. Ну вот цвет волос и цвет кожи, вот он проиграется не у всех, но проиграется. Далее уже для всех трактую, что вы достаточно стройная, гибкая, спортивная личность, личность, которая даже если не сейчас, то в прошлом когда-то, скорее всего, занимались такими видами спорта, там, я не знаю, как спортивная гимнастика, либо балет. Но вот там, где проявляется наша гибкость, там, где, кстати, вот йога на данный момент может быть в вашей жизни, либо любите бегать, прыгать. Даже у кого-то может быть по всаднику конный спорт. И такое тоже может быть. В сексуальном плане, да, физическом, он очень и очень вас ценит, вы для него очень и очень привлекательный, так вот маняще, красивый, изящный и легкая такая воздушная возле него. И смотрите, опять же, по Монаре у нас, да, на Монаре вытянула одну карту, все-таки какой он вас видит. Вы для него такая вот загадка, вот как я и сказала. Вот для него загадка, к которой он тянется, к которой он стремится, но никак разгадать, никак раскусить он вас не может. И от этого, знаете, даже вот где-то даже страдает, мучается, что вот все никак он не может эту гору преодолеть. Но пытается, тут что-то делает, бьется к тому, чтобы пробить эту преграду, пробить эту стену, все-таки добиться своего, потому что вы для него очень притягательные, очень манящие, вы для него умная, прекрасная, красивая, спортивная, такая гибкая, с большим энергетическим и сексуальным потенциалом, судя по всему, судя по картам.
И он прям желает вас, как говорится, да, в известном фильме «Раскусить». Вот такой у нас был первый вариант. Я желаю вам, конечно же, любви, гармонии, процветания. Пусть отношения будут прекрасными, чудесными, приносящими только вот гармонию, приятные и счастливые моменты, каждый миг, да. И, конечно, самое главное — здоровье. Любите, берегите, балуйте себя. Это была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал, мои видео вам нравятся, помогают, поддерживают, что-то подсказывают, где-то даже направляют. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь, перехожу к варианту номер 2. Итак, двоечки. Вы его глазами, какой он видит вас, ваш ум, ваш ментальный уровень. Итак, вы для него, да, с точки зрения ума, человек очень умный, очень мудрый, такой вот человек, с одной стороны, даже прагмат, а с другой стороны, еще и стратег. Вы мудры, вы умны, вы очень образованные, вы личность очень яркая, личность, которая, знаете, вот когда вы входите в помещение, в комнату, вы затмеваете всех, потому что вы вот, ваша подача себя, ваша подача своей внешности очень такая вот яркая, и мимо вас невозможно пройти, вас невозможно не заметить. У нас, смотрите, карта Лиса и карта Солнца еще и выпала. Вы всегда можете отстоять свою точку зрения, но, знаете, вот не агрессивно, не напором, а вот где-то даже где-то хитростью, где-то вот изворотливостью, где-то вот таким вот, знаете, вот гибкостью ума. Я бы так сказала. Также вы человек очень опытный, вы человек, знающий цену себе, вы человек, который уже прожил в жизни, да, такие непростые ситуации, который уже ученый на прошлых жизненных каких-то обстоятельствах, я бы так сказала. Человек масштабный, человек с ярким таким вот потенциалом, с ярким умом, таким вот достаточно острым умом. Человек, который не спешит, знаете, вот я бы сказала, что не кидается в омут с головой. Всегда с чувством, с толком, с расстановкой. Всегда подумайте 10 раз, потом 1 раз отрежете. Всегда к делу, к своим делам, увлечениям всегда подходите достаточно так вот сейчас как бы слово подобрать, господи. Ну, в общем, с умом, с таким вот, с расстановкой. То есть вы не берете ничего нахрапом, вы все делаете спокойно, рассудительно, и каждый свой шаг даже просчитываете наперед. И вот я уже сказала, да, стратег. Ваша чувственность, эмоциональность. Кости, книга, Луна. Вы, дама, достаточно эмоциональная, но все эмоции, все свои переживания вы прячете глубоко у себя внутри. Знаете, я бы сказала, что для некоторых может даже проигнаться, что вот вы можете быть по знаку зодиака Рак. Но это для некоторых, не для всех. Обратите внимание, да. Вы человек, который не любит и не показывает эмоции вот вовне, на виду. Не проявляйте вообще никогда свои эмоции, свои переживания. Вы такой вот, знаете, некая такая железная леди, которая все хранит в себе. С одной стороны. Но с другой стороны, у нас, да, все-таки выпала карта кости. Вы можете рисковать. Вы такой человек, знаете, вот первопроходец. Вы смелая, но ваша смелость такая не безрассудная, а наоборот вот просчитанная, продуманная. Вот, как я уже говорила, ваш ум, да, ментальный уровень и эмоции, вот они, да, тоже карта книга. То есть вы уже
такой проходит, но который заранее все просчитывает, придумывает, анализирует и только потом все-таки делает этот шаг вперед навстречу новым приключениям. И с эмоциями точно так же. Вы в омут с головой не кидаетесь. Вы рискуете, вы человек рисковый, но как бы то ни было, всегда все это продумано, просчитано. Не знаю, какая-то рокировочка, вы все равно держите. Вы близко к себе сразу не подпускаете. Вы закрытый человек. Да, вы идете на контакт, да, вы можете общаться, но все равно так вот где-то даже опасливо. Чтобы подпустить человека к себе близко, да, допустить, как говорится, вы заставите его пройти 7 кругов ада, я бы так сказала. Простите, конечно, я, утрирую, но вот выпали у нас такие карты. И вы человек, который будет долго думать, долго анализировать, долго изучать. Только потом, может быть, если сочтете нужным и возможным и приемлемым для себя, вы этого человека, кто бы это ни был, друг, подруга, родственник, там, я не знаю, какой-то незнакомый человек, вы только потом подпустите себе поближе. Итак, во всех отношениях. Далее, ваши физические данные, да, как он ваши физические данные оценивает. Ну, вы, конечно, для него очень притягательны на сексуальном уровне. Тут вообще без вариантов. Вы для него вот такая манящая, привлекательная. И знаете, вы держите постоянно его в напряжении. Вот в постоянном напряжении человек находится в вашем присутствии, а вы ему не спускаете некие какие-то его слабости. Вы, знаете, вот играете, я бы сказала, на нервах у бедного мужчины, который бледнеет, потеет и так далее и тому подобное в вашем присутствии. Также вы довольно-таки стройная, цветущая личность. И знаете, вот такая глубокая личность. Тут все-таки это пункт, конечно, про ваши физические данные, красоту, но тут такие выпали карты, говорящие о знаете, что вы человек такой довольно-таки глубокий. Вы человек, который вот не поверхностный, вот как-то ко всему подходит, да, мы и по предыдущим пунктам это видим, да, что вы достаточно глубокая личность, что вы не ходите по поверхности, вы смотрите всегда глубже, вы смотрите дальше. Вы такая личность цветущая, вы личность, которая привлекает к себе внимание всегда и везде. Вы личность, которая, знаете, вот вы привлекаете, знаете, вот сейчас секунду я сформулирую мысль, чтобы вы могли меня понять. Вот ваша внешность, она настолько манящая, да, вы как бы, как бы вам сказать, в общем, человек, мужчина, да, при виде вас, вот, например, только вы знакомитесь, как-то вот мужчина к вам подходит с целью познакомиться, как-то, да, пообщаться, вы можете вот как-то так заговорчески, как-то так непонятно, туманно человека вроде как и послать, а вроде как и нет. И вроде как и показать ему направление, куда ему стоит идти, а вроде как и нет. И вот он, знаете, вот он в таком подвешенном состоянии, он стоит, и вы вроде такая привлекательная, такая манящая, и так он прям вот к вам тянется, так он млеет перед вами. В то же время, да, тут человек пасует и боится, потому что
вы такая вот, можете показать свой фильм, можете сразу поставить человека на место, но поставить так достаточно грамотно, спокойно, рассудительно, что мужчина понимает, вроде как его и послали, а вроде как и вот достаточно далеко, вот как-то так я бы сказала. Далее у нас по Манаре 7 воздуха выпала. Вот я бы сказала, да, вот Манара нам показывает чисто вашу внешность, такую привлекательную, манящую, прекрасную, красивую. И вот как я сказала, вы ведете за собой, вот, да, вот смотрите, тени идут за ней, но она, как бы говорит, мне с вами не по пути, отстаньте от меня, но в то же время она манит. Она манит, она привлекает, и как бы, знаете, вот как тот дудочник. Мужчины за ней идут, а мужчины готовы как бы ходить по кругу, завоевывать, и настаивать на своем. Да, они 10 этих кругов ада будут проходить, 10 раз они будут посланы, но недостаточно как-то так посланы, все равно будут ходить и настаивать. Вот как-то так. Внешние данные, не сказала, но тут карты у нас сильно нам и не показали, там цвет волос, цвет глаз, цвет кожи, да, и так далее и тому подобное. Но я бы сказала, что вы, скорее всего, длинноволосая и где-то даже русоволосая. Более такие вот каштановые, что-то такое темное, ближе к темному цвету волос, но не черный. Где-то такое красное дерево, русые волосы, такие коричневатые, каштан, вот что-то такое. Кстати, можете быть светлоглазыми. Там, не знаю, зеленый, серый, голубой цвет глаз, какой-нибудь такой светлый, но не карий. Но и то, да, внешность, она проиграется, дорогие мои, обратите внимание, не у всех. Вот такой у нас вышел вариант номер 2, тоже прекрасный, манящий, красивый. Я вам желаю всего самого-самого прекрасного, чудесного, воздушного, красивого, сладкого, страстного. Пусть жизнь будет прекрасной, гармоничной, чудесной, полной любви, взаимопонимания, красоты и радости. С вами была Астарта Сантия. Любите, берегите, балуйте себя. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Искренне надеюсь, что моя работа, мои видео, мой труд вам помогают, вас поддерживают, где-то даже и направляют, что я снимаю видео не зря. Тем более, что это мое увлечение, это не основной заработок, поэтому тут уже чисто мои желания как бы поработать с картами. Прощаемся, переходим к третьему варианту. Ну что, третий вариант, смотрим вас. И сразу хочу сказать, что сложилось впечатление, что третий вариант выбрали те вот довольно-таки юные дамы. Смотрим подробнее. Итак, ментальный уровень, да. Карта сад, карта бланка, ваша дама и карта мосты. Что хочу сказать, что вы достаточно личность открытая к общению, открытая к каким-то новым предложениям, к новым эмоциям, к новым переживаниям. Вы такая, знаете, вот любите что-то новое, любите новых людей, любите общаться, любите знакомиться, любите вот наводить мосты, вот с кем бы то ни было. Вы такая общительная очень дама. Вы открыты ко всему новому. Вы допускаете эту новизну, вы способны все какие-то новинки, все новшества, которые в вашу жизнь приходят, да, переваривать и, знаете, адаптировать под себя, я бы так сказала. Вы настолько открыты миру и умственно, да, вы где-то даже, я бы сказала, излишне доверчивы. Открыто, вот я бы сказала, миру на все 200%, вот даже так. Потому что, смотрите, выпала карта бланка, ваша, дамы дорогие,
да, в позиции ума, в ментальной позиции. То есть вы все, да, пропускаете через мысли. То есть вы все анализируете, вы все планируете, вот все до последней мелочи. Все через ум, все через анализ. Даже эмоции, вот забегу вперед, да, у нас карта колодец, карта книга и карта кольцо. То есть вы тут вы, да, личность вы эмоциональная, но опять же книга нам говорит о том, что вы эмоции и переживания тоже пропускаете через голову. То есть не могу сказать, с одной стороны, да, это можно предположить, да, что вы кидаетесь в омут с головой, но это не безрассудство с вашей стороны. Вы всегда просчитываете наперед, как бы знаете точку А и точку Б, к чему это может вас привести. То есть через логику, через ум вы подходите ко всему. Вот такой он вас увидит, да, с одной стороны открытой, да, и с другой стороны личностью яркой, личностью умной, личностью, умеющей адаптироваться, личностью, умеющей анализировать и находить выгоду для себя в любой ситуации, в любой мелочи. То есть как бы не складывалась жизнь, чтобы не подкидывала вам судьба, как бы не складывались отношения, вы все равно для себя найдете тот плюс, который вам будет выгоден в той или иной ситуации. То есть вот навести мосты, да, добиться какого-то положительного результата для себя вы можете всегда. Эмоциональный уровень, да, ваши эмоции, ваш вот такой вот внутренний мир, я вот так сказала, карта колодец, карта книга и карта кольцо. Ну, с одной стороны, дамы дорогие, конечно, вы человек закрытый. А с другой стороны, карта колодец нам говорит о том, что вы такой вот море эмоций, такой вот накопитель, который всегда поддержит, который всегда поможет, который всегда наполнен до краев, который всегда, знаете, как батареечка с одной стороны, но с другой стороны вы не раздаете всем и каждому без разбора свою помощь и поддержку. А вот этот вот заряд вы не даете всем подряд. Вы можете поделиться своими переживаниями, своими эмоциями только с близкими людьми. Вот с кругом вашим близким, с кругом вашего общения, да, у нас выпала карта кольцо. С очень близкими людьми вы, конечно, не боитесь показать свои эмоции, не боитесь поделиться своими переживаниями, будь то они положительного или отрицательного заряда. А те люди, которые не входят в круг близкого вашего общения, они как бы проходят дальше по другому ряду. Эмоции вы, как бы, как уже я сказала, да, все равно пропускаете через логику, через ум. Вы человек образованный, судя по всему, да, и такой умеющий всегда получить свою выгоду, поэтому эмоции вы тоже пропускаете через голову. То есть вы понимаете, что, например, если сэмоционировать сейчас в таком ключе, то, может быть, там в результате вы получите это. Нет, вам это не подходит, лучше сделать по-другому. То есть вот такой вот аналитик-стратег, тоже вот как и второй вариант. Но вы личность очень наполненная и очень глубокая. Я бы даже сказала, да, что вы, дорогие троечки, занимаетесь какими-то энергетическими практиками, направленными вот именно на наполнение себя. Если это йога, например, да, это настоящая йога. Это не то, что мы там занимаемся физически, да, разрабатываем свою гибкость, как многие думают, что они занимаются йогой. Нет, если это йога, то это такие достаточно духовные, глубокие практики. Это именно йога в полном смысле слова.
Это могут быть рейки, это могут быть просто вы занимаетесь какими-то энергетическими практиками, биоэнергетика и так далее и тому подобное. И ваши физические данные. Вы прекрасные, но вы свою красоту, вот знаете, вы ее скрываете. Вы ее не показываете на показ. Ваша красота, она вот вами прикрывается. Не знаю, может быть, вы любите свободную одежду, может быть, вы не любите подчеркивать свою красоту, хотя вы ее четко и ясно осознаете. Вот ваша карта бланка выпала, да, ваш ментальный уровень. Вы любите, знаете, вот ежедневно какие-то будничные дела, да, там, я не знаю, походы в институт, на работу, в университет, в колледж, вы вот как-то простенько любите одеться, не показывать, не акцентировать свою красоту, да, а вот если, например, это выход в свет, какое-то мероприятие, то тут вы уже можете и приодеться, и поярче накраситься, и как-то прическа, как-то одежду можете подобрать такую, которая будет подчеркивать все ваши изгибы и красоты. То есть вы такая, да, любите как-то точечно показать свою красоту, вот как-то ярко, как вот луч просветить и скрыться за тучами, просветить и скрыться за тучами. Любите его, знаете, бить прицельно, я бы так сказала. Не любите демонстрировать свою красоту ежедневно. Вот вам нравится больше ее показать и спрятать, показать и спрятать, чтобы вот хочется сказать от греха подальше. Любите свободную одежду, как я уже сказала, где-то даже такой стиль, наверное, casual, да, унисекс где-то даже. Внешность, ну, тут такие карты выпали, я не могу сказать, я там ни цвет волос, ни цвет глаз предположить. Но вот достаточно сексуальный и яркий. Но, опять же, как я уже и сказала, все это вы скрываете и не показываете, не демонстрируете. Монара, на Монаре у нас выпала десяточка воды. Опять же, тут эмоции. Но эмоции такие, они все. То есть часть эмоций вы скрываете, часть эмоций вы можете там показать, продемонстрировать. Мужчина однозначно вами пленен, мужчина однозначно вами увлечен, да, он вот, как я уже, вот то, что я рассказывала, весь мой рассказ, да, мы читали карты, это с позиции того, какой он видит вас. Не та, какая вы на самом деле, а именно как он вас видит. Вот такая вот у нас получилась история для третьего варианта. Троечки, дорогие, я желаю вам, конечно же, любви. Такой богатой, чудесной, воздушной, взаимной, страстной, красивой, которая приносит только прекрасные, приятные, страстные, горячие эмоции, которая наполняет, которая освежает. Я вам желаю, конечно, любви, здоровья, процветания. Берегите, любите, балуйте себя. Искренне надеюсь, что мой канал, мои видео вам как-то помогают, поддерживают, где-то даже направляют. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, обратите внимание на новиночки, которые в описании к этому видео, на второй канал мой. И я с вами прощаюсь. До встречи в следующих моих видео.